Ну, для того, чтобы перейти к презентации данной темы, я хотела бы немножко поделиться своим опытом, личным опытом, который часто позволяет мне задумываться, что с нами происходит, как с педагогами, что происходит с социумом, что происходит с нашими детьми. Это было в 2014 году, когда я была в Ташкенте и имела возможность в течение часа просто наблюдать в парке Бабура, как дети играют, кто ходит по этому парку, как они общаются. Ко мне подошли женщина, женщины, их было трое, это были цыгане. И, естественно, они подошли, несмотря на то, что когда человек сидит в одиночестве и думает о чем-то, возможно, их привлекло мое внимание, как говорится, моя персона, да, так скажем. Ну и вы знаете, что ярким таким методом их взаимоотношений является то, что они предлагают погадать. Женщина, вы так интересно сидите, о чем-то задумались, и вот хотели бы вам вот погадать. Вы знаете, что у вас будут изменения. Ну, конечно, я сама знала, что будут изменения, я просто так не была там в этом городе, прекрасном городе. Не поверите, имея психологический опыт, вот именно в построении общения, я предложила ей свой вариант. Давай я тебе погадаю. Я о тебе знаю все. Вы знаете, у нее были такие округленные глаза, и следующая была произнесенная мною фраза: у тебя какие карты, новые или старые? Вы не поверите. Вот хочется задаться, каким вопросом она задалась. Вы просто не поверите. Это было колоссально для меня и было, в принципе, открытие для меня. Она задала такой вопрос: а какой методикой ты работаешь? Уважаемые коллеги, методика. Представляете, это если задаться этим словом, задаться этим понятием, то в трактовке звучит это так. Методика – это пошаговый алгоритм программы психологического воздействия на человека. Коллеги, не метод, методика. Даже цыгане, которые совершенно не отличаются от наших цыган, да, сегодняшних, они тоже ходят, гадают и стараются предопределить нашу судьбу, предопределить наше социальное, духовное, да, душевное, психологическое вот именно состояние. Это в руках каждого из нас. Вот я вот с этой ситуацией оценки хочу сказать, что данная тема, она пришла тоже не просто так. И это является одной из алгоритмов построения, понимания устойчивого развития, понимания безопасной образовательной среды. И я думаю, что заявленная тема сейчас, она больше не даст вам нового, а скорее всего она систематизирует ту работу, которую мы с вами обсуждаем в течение 2 дней. На фоне выступлений Владимира Коротенко, на фоне выступлений Анны, Альбины и Андрея Владимировича. Да. Хотелось бы, сказать следующее. Действительно, когда мы говорим о безопасности вообще, то это составляющая не только физического, но и психологического. Естественно, возникает вопрос о том, что мы говорим о формировании безопасной психологической среды. Действительно, есть вызовы. Если мы начнем с вами под углом психологического контекста рассматривать образовательную среду, то у нас проводятся исследования, и с точки зрения изучения и анализа поведения детей мы видим, что поведение детей наших меняется. Если до 80-х годов педагоги и родители давали оценку поведению учащимся, детям в школах, то они придерживались такой характеристики, что они слишком активны, что они шумят, что они бегают. Сейчас родители, педагоги и сообщество, образовательное сообщество, оно заявляет большой спектр того, в каких рисках находятся наши дети, исходя из анализа поведения. Дети стали не просто активны, не просто шумливы,
они стали непослушны по отношению к взрослым, по отношению к родителям. Они стали больше внимания уделять и общаться именно в отношении своего личностного пространства со сверстниками. Значимость сверстников играет большее для них значение, нежели родители и педагоги. И это отмечается. Родители стали бояться за то, что дети входят в социальные сети. В их поведении агрессия. Вербальная агрессия сопровождается и физической агрессией, которую действительно родители не могут это решить. Это связано с тем, что дети стараются уйти в такие психологические состояния, как одиночество. И мы замечаем, что одиночество стало явлением частым в поведении ребенка, в поведении детей. Дети меньше стали обращаться за помощью к родителям. Они предпочитают обращаться за помощью в социальные сети, общаться с безликим интернетом, который им поможет. И эти все вызовы, конечно же, ставят в анализ состояния безопасности образовательных организаций в Кыргызстане. И оно показывает недостаточный уровень ее обеспечения. В результате низкой чувствительности системы государственного управления к возникновению ряда новых угроз, недостаточной обеспеченности и освещенности в нормативно-правовых актах, о которых мы с вами говорили, вопросах безопасности, негативно влияющих на функционирование образовательных организаций, снижает качество знаний, уровни дисциплины, здоровья обучающихся, возникают девиации, аддикции и правонарушения. Что есть, мы это часто наблюдаем. Девиантное поведение, если мы рассматриваем, что это пограничное психологическое состояние, то сейчас мы говорим, что это стало устойчивым явлением в образовательных организациях, в школах. Давайте с вами проанализируем, что есть образовательная среда. Среда, если мы будем рассматривать ее именно в лингвистическом, семантическом состоянии, то это совокупность условий, обстоятельств, окружающей индивида обстановка. Если мы будем исходить от методологических основ определения образовательной среды, я бы отметила здесь обозначение и интерпретацию Виктора Ивановича Слободчикова, доктора психологических наук. Это наш коллега, россиянин, и он рассматривает образовательную среду, что она начинается там, где происходит встреча образующего и образующегося, где они совместно начинают ее проектировать и строить, и как предмет, и как ресурс совместной деятельности, где между ее отдельными элементами начинают выстраиваться определенные связи и отношения. Понятие «образовательная среда» объединяет содержательные характеристики образования как сферы социальной жизни, среды как фактора образования. Вот этот новый подход дает нам понять, что к нам приходит ребенок, и наша задача сохранить целостность его личности. Правильно. Вот именно сохранность психики ребенка с момента его вхождения в образовательную среду, в школу, и в момент его выхода. Если к нам пришел ребенок, то как раз таки мы строим с ним совместную образовательную деятельность. И я думаю, что здесь четко обозначено Виктором Ивановичем. Первое заявление, которое было сказано в отношении информационной психологической безопасности, принадлежит Татьяне Сергеевне Кабаненко, которая рассмотрела аспект содержания того, что информация бывает разная. И все зависит от того, насколько она будет эффективно воздействовать на ребенка и насколько она будет полезна ему в образовании. И вот как раз таки она дает психологическую безопасность в таком контексте, что это состояние информационной среды и условий жизнедеятельности конкретного человека, группы, общества в целом, которые не способствуют нарушению целостности, адаптивности, функционированию и развитию социальных субъектов. Обратите внимание, которые не способствуют нарушению целостности и адаптивности. Эти два момента как раз таки характеризуют образовательную систему нашей республики. Я думаю, этот подход дает нам как бы основу понимать, что педагог тоже несет очень большую ответственность за содержание информации, насколько она достоверно полезна. И
говорить о безопасной психологической среде, это как раз таки принадлежит тоже нашим соотечественникам, психологам, где рассматривается как психологическая безопасность состояние, характеризующее образовательную среду, образовательной организации, фиксируемое через отношения ее участников. Ирина Александровна Баева, она ставит в ориентир своего внимания межличностные отношения. Более того, мы говорим еще и о внутриличностных отношениях, что внутри личности, если присутствует конфликт, он, конечно, вытекает в межличностные отношения. Если в межличностных отношениях возникает конфликт, он переходит автоматически на внутриличностный конфликт. И вот эти аспекты позволяют нам, что именно межличностные отношения, отношения в триаде педагога, родителя, ребенка играет и очень важную роль и несущее значение, подтверждающее психологию образовательной среды, ее безопасность. И хотелось бы отметить, как Владимир Коротенко в своем выступлении сказал, что для нас сейчас в Кыргызстане безопасной психологической средой в школах можно считать такую среду, в которой большинство участников имеет положительное отношение к ней, высокий уровень удовлетворенности характеристиками среды и защищенности от психологических угроз во взаимодействии. Эти концептуальные подходы возникли не просто так. Они в первую очередь дают основу для понимания именно на сегодняшний момент, как построить образовательную психологическую среду. И вот здесь вот я хотела бы отметить следующее. Мы очень много, школа, современная школа, она реализует цели. В психологическом контексте она выполняет 3 основные функции. Первая функция – это произвольность когнитивных процессов. То, что мы делаем в начальном звене. Будь внимателен, работай, смотря на задания, на упражнения. Второй момент – это она является основой для формирования самооценки. Когда я разговаривала с индийскими коллегами, они как раз-таки работают в отношении страха. И они заметили такую тенденцию, что самооценка, если сопоставлять с базовым составляющим чувством страх, а мы знаем, что это базовое чувство, бойся всего, да? Ребенок рождается, он имеет это базовое чувство. И как раз-таки страх критичности, страх быть оцененным формируется уже в школе. Это заявлено клиническими психологами, индийскими психологами, которые рассматривали аспект юношества и заметили такую тенденцию, что именно в юношеском возрасте это становится частым явлением в их работе. Что говорить о подростковом возрасте и что говорить о младшем школьном возрасте, когда уже в юношеском возрасте является устойчивым аспектом страха быть оцененным и страх критичности. Они боятся критики, они боятся оценки со стороны других людей. Поэтому, когда мы говорим о формировании самооценки, естественно, мы говорим о формировании личности. Для нас, если мы будем анализировать педагогическую психологию и будем анализировать вообще педагогику, то мы увидим такую вещь, что частым явлением характеристики личности является что это биосоциальное существо, что это такое личность, есть такая трактовка. Второй момент – это социальная характеристика человека, что все, что выстраивается в отношении с социумом, и есть совокупность личностных черт и личностных качеств. Если мы возьмем концептуальную основу формирования личности человека, то здесь методологической основой являются исследования Лидии Ивановны Бажович, которая рассматривала как раз-таки личность в образовательной среде как и иерархию мотивов. Коллеги, в образовательном
В образовательной организации, в образовательном процессе значимым составляющим звеном являются мотивы. Учебная мотивация – это характеристика любой школы, это характеристика любого урока. На что прежде всего обращают психологи? На учебную мотивацию. И учебная мотивация, она в школе рассматривается как положительной и как отрицательной. Давайте с вами немножко сделаем такую практическую работу. Запишите, пожалуйста, 3 фразы. Да, 3 фразы. Какие? Да, я запишу, сейчас я продиктую. Да. Сделайте ее, пожалуйста, эти 3 фразы, пожалуйста, запишите в левую часть столбиком. Запишите. Ты, как всегда, не готов к уроку. Ты, как всегда, не готов к уроку. Вторая фраза. Твоя работа заслуживает 2. Твоя работа заслуживает 2. Твоя работа заслуживает 2. И 3 фраза. С тобой все ясно. С вами, с тобой все ясно. Да, 3 фразы. С тобой все ясно. Пожалуйста, преобразуйте. Это какая мотивация? Чтобы учился. Это отрицательно. Заметьте, это слова педагога. Мотивацию формирует всегда педагог. С помощью чего? Вот этих вот цитат. Слов. Речь – это основной инструмент образования. Преобразуйте ее в положительную мотивацию. В правый столбик запишите ваши возможности, предположения в отношении формирования положительной мотивации. Запишите. Так, пожалуйста. У кого какие примеры? Сегодня я не смогла услышать тебя. Надеюсь, Так, завтра будет лучше. по первой фразе. Ты, как всегда, не готов к уроку. Сегодня я не смогла услышать тебя. Надеюсь, завтра будет лучше. Спасибо. Еще. Пожалуйста. Всегда готов к уроку. Нет, Но не сегодня. нет, именно сегодня. Молодцы. Но не сегодня. Ты, как всегда, готов к уроку, но не Как всегда сегодня. готов к уроку. Спасибо. Еще. Пожалуйста. Ничего страшного, можно получше подготовиться к следующему. Ничего страшного. Можешь подготовиться к следующему уроку. Спасибо. Еще. Есть варианты? Я верю, ты справишься. О, я верю, ты справишься. Прямо как Франкл. Я верю. Да. Я верю, ты справишься. Твоя работа заслуживает уважения. Так, следующее. Твоя работа заслуживает 2. Уважение. Твоя работа Заслуживает уважения. заслуживает уважения. Все надо медленно переживать. Спасибо. Запишите. Твоя работа заслуживает уважения. Что вы хотите этой фразой сказать? Уважение? Да. Я его поддерживаю, поощряю. Поддерживаю что-то. Уважение. Он же будет думать, почему моя работа, и будет работать еще больше. Еще лучше. Да. Что такое проявление уважения на данный момент? Ребенок начинает понимать, что есть градация. То есть вы его уважаете за то, что он как-то, но в принципе сделал, да? То есть вы не даете оценку. Спасибо. Еще. Нам всегда говорят. Твоя работа может быть еще лучше. Твоя работа может быть лучше. Мгм. Сегодня твоя оценка с конца. Сегодня твоя оценка с конца. Я думаю, это ирония, иронично. Вот. Но я бы Но она немножечко... есть. Она есть. Ну, Она с есть, юмором. да. С
юмором. Хорошо поработал, но нам... Смотря если фраза ребенок «маленький». примет это правильно, да? Если у ребенка юмор хорошо развит, тогда вы можете заявлять такой фразой. Спасибо, еще. Ты можешь постараться получше. Ты можешь это сделать лучше. Мгм. Хорошо поработал, но нам Второй стоит только, еще... да не третий. Второй еще. Второй, пока второе. Второй. Еще? Ты хорошо поработал, но нам стоит еще сделать больше усилий. Ага. Сегодня- Прояви больше усилий. Мгм. Сегодня нет положительной оценки, надеюсь. Она будет завтра. Мгм. Спасибо. И последнее. С тобой все ясно. Это по интонации можно сказать. Конечно. С тобой все ясно. Пожалуйста. Не, ну вы так Преобразуйте, хорошо сказали. преобразуйте это в положительную Можно мотивацию. по-разному трактовать. А как сказала Надежда, с тобой все ясно. Нет, она Она сказала, конкретно точку она в отрицательном. поставила. Что такое с тобой все ясно? Это же убийственно. Да. Представляете, вы убили. Надежда Вы убита. подрезали. Да. Надежда убита. Да, надежды нет. А эмоции? Ему не на что уже надеяться. С тобой все ясно. Почему я? Я уже вижу, что ясно. Сидишь что- в яме. Вы предлагаете изменить Разочаровались. Нет, Да. интонацию можно поменять. Так, есть такой щелчок, так Да. скажем, что интонация тоже может менять мотивацию. Согласна с этим. Но давайте все-таки продумаем слова. С тобой все ясно. Надеюсь на тебя. Надеюсь на тебя заменить. Спасибо. Надежда Еще. умирает последней. Я знаю, что у тебя все хорошо получится. Я знаю, что у тебя все Я хорошо верю, получится. Дарья. Много, Я много. верю. Я верю в тебя. Я верю в Я тебя. верю в тебя. Посмотрите, еще Лариса. Еще есть такой момент, нам московские психоаналитики говорили, что надо сказать, у тебя еще есть время, иди переделай, ну все что. У тебя есть время просто. У тебя Эти всё есть получится. И время. раз человек уходит, второй, 10-й, на 20-й он есть приходит, и время. пока у тебя есть время, иди, Потом пожалуйста, все забыли подумай, и не тогда. стали Есть обращаться. потенциал. У тебя есть Время потенциал. получится. Я верю в тебя, у тебя есть потенциал. Посмотрите, мы с вами отрицательную мотивацию преобразовали в какую? Положительную. Нам это было легко делать? Да. Не совсем. Трудновато. Конечно, не совсем. Да, не совсем. Вот это говорит о том, что частым явлением в нашей с вами образовательной жизни было то же самое. Наши педагоги тоже Подходы могли... поменять надо Да. педагогов. Опять двойка, да? Опять двойка. Вспомните, да, картину? А если вы вспомните еще Ералаш Успенского, да, по-моему? Там 5. Он говорит, 5. Не 5, говорит, а 5 двоек. Поэтому как бы вот Опять? дает, как говорится, материал для размышления, что именно в учебном процессе эффект Розенталя, а вы его очень хорошо знаете, да, он как раз таки отражает спектр положительной мотивации. Спектр положительной мотивации. Да. Ремарочку маленькую, Да, Как пожалуйста, воробей Наталья. орел, да? Мгм. Когда воробей говорит, я орел, когда сел рядом с ним орел, говорит, а что ты такой маленький? Он открыл глаз, говорит, я болею. Болеет. Я хочу сказать, что в образовательной системе есть еще другая очень интересная фраза, которую мы часто используем. Есть полет орла или есть полет курицы. Поэтому все зависит от того, какой полет мы создадим, какой полет мы образуем для учащихся. И сейчас, на сегодняшний момент, наши коллеги, зарубежные ученые, психологи, в частности, Татьяна Давыдовна Максимховская, рассмотрела аспект образования, мониторинг образования. И в психологическом контексте рассматривали и анализировали переживания как процесс и как состояние, рассматривающий как механизм социализации детей, подростков и молодежи, и показала значение индивидуальных и социальных переживаний для социального и персонального развития. Обратите внимание, когда дети приходят в школу, какое у них состояние? Состояние переживания. Они живут, они переживают все то, что происходит в образовательном пространстве. Они это проводят через что? Переживание. Через что? Через чувства. И если базовые чувства будет не страх, а доверие, естественно, мы можем говорить о какой самооценке? Адекватной самооценке.
И последний момент, который я хотела бы здесь затронуть, это профориентация ребенка в школе. К сожалению, ее практически нет, она отсутствует. К нам приходят, если мы будем говорить уже о вузовской системе, как представляя КГУ имени Шенала Рабаева, к нам приходят инфантильные, незрелые, неопределенные в профессиональном выборе будущие студенты. Школа не ставит в контекст профессиональное развитие ребенка. Именно его интересы, именно его желания, склонности мы вообще практически не мониторим и не даем основу для оценки индивидуальных особенностей детей. К сожалению, это у нас есть. Поэтому, рассматривая методологическую основу эмпирических экспериментальных учений становления личности, мы понимаем, что межличностные отношения, отношения доверительные, дают основу именно, можно сказать, положительного эффекта образовательного пространства, что и составляет психологию, вот именно образовательную психологическую среду с минимизацией рисков. Дальше. Так, здесь я хотела бы обратить внимание на модель психолога педагогической безопасности. Она выстроена структурно, и она сейчас проходит апробацию. И здесь мы увидим, что в центре внимания является сам ученик. Я с его самооценкой, я с его индивидуальными особенностями. И мы здесь видим следующий круг, это психологическая культура. Вокруг психологическая культура, это по большому счету зона, через которую мы выстраиваем работу администрации, работу педагога-психолога, работу взрослых, родителей, работу сверстников, учащихся, социальных педагогов, психологов, учителя доверия и администрацию. Ну, мы понимаем, да, что в администрацию входит директор и весь его, в принципе, управленческий персонал. Да? Как раз таки здесь очень хорошо вписываются их функциональные обязанности и рассматриваются, что такой момент, что администрация, она отвечает за кадровое обеспечение. Да? Видно? За кадровое обеспечение. За комплексное целенаправленное воздействие, создание безопасных условий для образования и труда субъектов образования. И здесь мы рекомендуем прописывать в должностных инструкциях ненасильственное, недискриминационное создание, организация и создание ненасильственной, недискриминационной толерантной среды, образовательных традиций, ритуалов, создание модели устойчивого и безопасного образования, защита социально-образовательной среды. Это конкретные пошаговые действия в отношении администрации. Если мы возьмем психолога, то в первую очередь, конечно, сейчас для нас в Кыргызстане является сложным моментом в отношении введения штата психолога. К сожалению, он только работает по Чувской области, в остальных областях нет. Поэтому сейчас стали появляться и социальные педагоги, и педагоги-психологи. Но вот здесь хотелось бы отметить следующее, что психолог, если мы рассмотрим должностные инструкции, то мы увидим следующее, что он работает по этическому кодексу, который был разработан в 2013 году в Кыргызстане, и он координирует работу в целом психологической службы. Психологическая служба, психологическое сопровождение – это территория психолога. Что делает, допустим, социальный педагог? Он оказывает социально-педагогическую поддержку и помощь через социальное благополучие учащихся и родителей, содействие обеспечению психологической безопасности. Если мы возьмем педагога, педагог, он же может быть классным руководителем, и он же, в принципе, здесь такой подход рассматривается, что вводится понятие в кадровый потенциал образовательных организаций учитель доверия. Ну, как бы это веяние зарубежной практики, я думаю, что сейчас идет на стадии, апробации этого подхода.
Здесь есть еще такой традиционный контекст, что учителем доверия может быть классный руководитель, по большому счету. Он, в принципе, и держит очень большую информацию в отношении каждого ученика. Что в принципе, делает классный руководитель? Информирует взаимодействие, создает доверие, социально-психологическое благополучие и повышение самооценки учащихся. Действительно, любой урок, любой предметник-учитель должен работать в спектре формирования адекватной самооценки учащихся. И этим он помогает психологу. Социальный педагог. Вот очень часто путают социальный педагог и, допустим, вообще психолог. Многие говорят, что социальный педагог и есть психолог. Это далеко не так. Социальный педагог, он создает социальное благополучие учащихся родителей, содействует обеспечению психологической безопасности. Он может проводить мероприятия, он может проводить сбор, но он не может диагностировать. Он может оказывать содействие в мониторинге среза учебных знаний, но он не делает выводы и не делает рекомендации. Вот эти четкие, можно сказать, профессиональные компетенции должны быть очерчены. Мы должны очерчивать, кто чем будет заниматься. И вот эта модель, она представляет такой момент, что все-таки формирование личности, формирование «я» представляется в коллективной работе, в коллективном «мы». Мы формируем ребенка, и мы в ответе за его дальнейшую судьбу, за его психологическую целостность личности его и здоровье его психики. Поэтому здесь хотелось бы отметить следующее. Что представляет структура безопасной психологической среды? В структуру безопасной психологической среды включены компоненты. Первый – пространственно-ориентировочный. Что входит в понятие пространственно-ориентировочный компонент? Это архитектурно-эстетическая организация жизненного пространства детей в школе. Действительно, мы должны говорить об архитектуре образовательной организации. Поэтому наша администрация, она и автоматически вовлечена в работу дизайна школы, фасада школы, дизайна класса. То, что мы вчера с вами делали, да? Мы давали критическую оценку дизайна даже класса. Поэтому пространственно-ориентировочный компонент, он рассматривает аспект символического пространства школы, есть ли символика, есть ли атрибуты, определены традиции, ритуалы школы, образовательная миссия и стратегия, что рассматривает система аккредитации. Второй момент – это система знаковых обозначений информационно-образовательных материалов. Очень сложно было определить класс, где не было оформления, да? Непонятно, да? Все пусто, получается, как бы школа имеет такую пустоту. Поэтому знаковые обозначения обязательно должны быть. Это все то, что вывешивается на коридорах, это все, что оформляется в классе. Информационно-образовательные материалы должны носить познавательный характер, не какой-либо. Это какая-то, это даже, можно сказать, не просто знаковая система, мотиваторы образования. А вы знаете, что мотиваторы образования – это что по большому счету? Что является мотиватором образования? Ну скажите сами. Если мотиватором образования, вспомните, в советское время учиться, учиться и учиться. Согласитесь, говорил Владимир Ильич Ленин. А сейчас есть масса других мотиваторов, повышающих самооценку, повышающих произвольность памяти, внимания. Вот даже слова. Да, вот эти даже слова. Пожалуйста, то, что мы с вами перерабатывали, это же все мотиваторы образования. Любая фраза, у нас даже вот, я хочу сказать, что в нашем вузе мы тоже для своих студентов стараемся создать образовательную среду. Именно фразы ученых, психологов
помогают им в достижении ряда решения вот именно задач в образовании. Да, это результаты, да. Очень интересно, у нас в университете висит очень хорошая фраза. Не поверите, Антуана де Сент-Экзюпери. Общение – это большая человеческая роскошь, которой мы пользуемся. Это здорово. Согласитесь, мы понимаем, насколько важен аспект нашего общения, как мы выстраиваем. Да. У него очень много хороших высказываний. Знания добываются истинно своим собственным трудом. Пожалуйста, фраза Рубинштейна. Только своим трудом ты можешь получить хорошие знания. Ну и так далее, да? Зона для отдыха и психологической разгрузки. Не всегда мы можем увидеть, а хотелось бы. Кабинет психолога. Тоже не знаем. Иногда в школах есть кабинет психолога. К сожалению, он не оборудован. Вообще он даже не отвечает требованиям нормативных основ, нормативных актов именно психологического кабинета. Если мы на сегодняшний момент возьмем кабинет психолога, он должен состоять из 27 пунктов. К сожалению, даже бывает, что и одного пункта нет. Все зависит от психолога. Да, все зависит от Какие психолога. кадры мы с вами Какие выпустим? кадры выпускаем? Но Да, вы кстати, не я забывайте согласна. о том, что в штатной единице школы у нас вообще Нет, нет психолога. нет, Только нет. город Бишкек может Только позволить город себе. Бишкек, да. Да, Но да, радует, да, знаете, гимназия. коллеги, радует то, что все-таки какая-то аудитория выделена для кабинета. Но опять стоит вопрос, раз выделили, значит нужно дальше работать. Использовать, да. Второй компонент содержательно-методический, который включает содержательную сферу, концепцию жизнедеятельности школы, концепцию программы воспитательной работы, программы основного и дополнительного образования. Все это исходит от устава школы. В уставе школы очень хорошо прописано, поэтому, исходя из устава школы, мы как раз-таки формируем этот компонент. И третий момент – это коммуникативно-организационный, который включает особенности субъектов образовательной среды, то есть сами участники образования. Обратите внимание, второй пункт – коммуникационная сфера – это и есть психологическая культура, о которой мы говорим в момент именно образования ребенка. Все идет через психологическую культуру. Организационные условия – это особенности управленческой культуры. Само управление школы играет тоже очень большое значение. Вот эти структурные компоненты дают нам основу говорить о безопасной психологической среде. И здесь в своем выступлении я хотела бы обратить ваше внимание на то, что делает здесь администрация. Администрация образовательной организации совместно с заинтересованными сторонами, родительский комитет, профсоюзная организация, образовательное сообщество создают психолого-педагогическую службу с целью обеспечения психологической безопасности и психолого-педагогического сопровождения. Создание благоприятных условий для развития личности участников образования, снижения рисков и угроз. В психологическо-педагогическую службу входят психолог, социальный работник, учитель доверия, члены школьного комитета, представители родительского ученического комитета. Директор обеспечивает условия для безопасной психологической среды, создает модель устойчивого, безопасного образования в целях сохранения и укрепления здоровья его участников, создания безопасных условий труда и обучения в образовательной организации и психологической культуры, защиты социально-образовательной среды от всех форм дискриминации и насилия. Это должно прописано быть в инструкциях, должностных обязанностях самого директора. Психолог по решению администрации может быть зачислен в штат школы, может работать по трудовому контракту и относится к категории педагогических работников, может занимать административную должность. Очень удачным, положительно содержательным является то, когда психологом работает заместитель директора. Школьный психолог координирует работу социального работника, педагога, психолога и учителя доверия. Последний, в свою очередь, подотчетный в своей работе перед школьным психологом.
Школьный психолог подотчетен в своей работе только администрации образовательной организации. То есть он подчиняется только директору. Это важно, коллеги, так как очень часто бывают недопонимания, расхождения и конфликтные ситуации. Поэтому здесь четко прописывается деятельность психолога. Педагог-психолог может быть зачислен в штат школы, может работать по трудовому контракту и относится к категории педагогических работников, работает в соответствии с должностными инструкциями учителя-педагога. Педагог-психолог работает в сотрудничестве с психологом, социальным педагогом, педагогическим коллективом и администрацией школы. В содержание работы входит проведение коррекционных мероприятий, тренингов, семинаров, направленных на устранение трудностей в обучении, причин неуспеваемости, связанных с пробелами образования учащихся, на развитие навыков коммуникации и развитие толерантности со сверстниками и учителями, иных мероприятий, способствующих повышению уровня образования. Четко? Социальный работник либо педагог в образовательной организации имеет право работать физическое лицо, имеющее высшее образование, бакалавр, магистратура по направлению социальный педагог. Социальный работник, педагог, работает в сотрудничестве с психологом, родительским комитетом, ученическим комитетом, педагогическим коллективом и администрацией школы. Социальный работник участвует в мероприятиях по обеспечению психологической безопасности, социального благополучия учащихся, по работе с родителями в соответствии с должностными инструкциями. То есть в одной школе может быть и педагог, и социальный Да, да. Ой, да. Педагог, психолог, мы здесь еще рассматриваем контекст предметника. Все учителя-предметники, они обучаются, у нас идет подготовка специалистов разных специальностей, вот именно с учетом изучения психологических основ развития ребенка. 10 кредитов, это 300 часов, когда они проходят блок психологии. Вот. И это как раз-таки дает возможность говорить о том, что они выполняют функцию педагога-психолога, получается предметника, то есть психологическую закономерность именно в преподавании они должны учитывать в изучении всех, ну, скажем, дисциплин и предметов. Они должны очень четко понимать психологический контекст преподавания на уроках химии, биологии и так далее. Без этого никак нельзя. Работать как психолог не может. Нет, не может, да. А использовать возрастные Знать. особенности. Знать. Это да. Да, Это да. сейчас нужно, потому что в вузах у нас мало часов выделяется. Поэтому Надежда Хамидовна, она инициатор того, чтобы дополнить знания педагога в области Вот это психологии. решение проблемы. Да, Это и решение. сейчас Какое? все наши тренинги, они построены в интерактиве и именно с подачей психологии. Чтобы ребенок как личность себя Да. проявил. Да. Что пройти? Нет, психологом не надо Нет, становиться. психологом становиться не надо, но если вы будете знать азы психологического развития ребенка в процессе образования, хотя бы если мы будем уделять свое внимание о зонах актуального и зонах ближайшего развития Льва Семеновича Выгодского, это уже будет большим достижением. Понимаете как? Вот. А социальный педагог, он должен приблизиться к психологии, потому что штатная единица социального педагога в школах есть официально с 2010 года, а психологи у нас в элитных только школах, таких как 29-я, где вообще работает до 10 психологов на каждой параллели. Да. Они могут обмен опыта свой показать, да? А вот у нас вот, к сожалению, с этим немного. Хотя сегодня все нуждаются в психологической поддержке. И путают психотерапевтов, психологов. Спасибо, Светлана. Спасибо. Терапевт тоже вылечит, ничего страшного. Но медикаментозно и гипнозом. Спасибо. В образовательной организации что делают учителя доверия? Это новое веяние, это, я хочу сказать, пока практика, это пока эксперимент, это пока опыт в частном контексте.
И он чаще работает с учащимися второй и третьей ступени обучения. Что имеется в виду вторая и третья ступень обучения? Это подростковое вхождение в подростковый возраст и выход, да, как говорится, ребенка уже в юношеский возраст, да? Вот Это этот он контекст, не да. ребенок и не взрослый, да? Да, он пока еще не ребенок, но уже чувствует себя взрослым человеком. Это очень важно. Именно подростковый возраст, мы его, к сожалению, очень плохо знаем. И до сегодняшнего дня подростковый возраст считается большим бумом для школы. Большой проблемой, когда родители просто приходят и говорят, что я не знаю, что делать с моим собственным ребенком. И ребенок, подросток, он сам говорит, я не знаю, какой я. Понимаете? Это вот самое страшное, когда мы не знаем, кто мы такие, когда мы не даем себя не понимаем. Это очень большая трагедия именно судьбы конкретного человека, будучи взрослого человека. Полученную информацию учитель доверия должен обсудить со школьным психологом, социальным педагогом для максимального обеспечения социального психологического благополучия учащихся. Все это обсуждается коллегиально, с учетом прав, с учетом принципа конфиденциальности в отношении ребенка. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе работает с ученическим комитетом в школе, с родительским комитетом. Это должно быть, знаете, буквально работать как механизм. Почему? Потому что родители и дети – это основные, ну как скажем, на сегодняшний момент в словах, да, бизнеса, да, в словах, это не просто участники, это наши клиенты по большому счету. Они к нам пришли, и они заявляют о том, какое должно быть у них образование. Поэтому он работает как с ученическим, так и с родительским комитетом. Это не только педагогический персонал. Ученический комитет представляет орган ученического самоуправления школы, родительский комитет формируется из представителей родительского комитета, что в принципе и есть. Да? Они имеют право выйти не только на педагогов, учителей, но также выходить и на директора. И хотелось бы отметить, что на сегодняшний момент основными источниками обеспечения психологической и образовательной среды является Конституция нашей Кыргызской Республики, которая запущена с 2010 года, Закон об образовании Кыргызской Республики, права и обязанности обучающихся педагогов, родителей в системе образования, которая вышла в 2017 году, Закон об охране и защите от семейного насилия в 2017 году, Конвенция о правах ребенка в 1989 году, она работает по сей день, Декларация о правах человека, на которую часто мы обращаем внимание, работая, и она у нас работает уже с 1948 годов, Закон об охране здоровья граждан Кыргызской Республики с 2005 года, Закон о статусе учителя с 2001 года. Это последние нормативные источники, на которые мы обращаем свою... Кодекс о детях. Вот да, надо включить. Обязательно. Да, кодекс о детях. Да, спасибо. Кодекс о детях. Я хочу вам сказать больше. Сейчас в 2000 буквально в начале 2018 года стал работать закон о психическом здоровье населения граждан Кыргызской Республики, который запланирован до 30-х годов. До 30-х годов. А вообще семейный кодекс тоже нужен? Да, семейный кодекс я тоже не отказалась от этого. Поэтому как бы вот так. Работает определенная рабочая группа. Семейный кодекс тоже обязательно. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Так, уважаемые коллеги, у вас есть вопросы к докладчику? Вот почему. Вопрос у меня есть. Вы меня, может, не любите, вы скажете. Ну, Это прям, здорово, когда есть вопросы. Почему вот вы сказали, да, Надежда Хамидовна, то, что вот задают, родители к нам приходят, да и сами вот эти подростки говорят, почему я такой? А как нам ответить? Вот я еще раз хочу сказать, если мы посмотрим психологическую службу, то я хочу сказать, я кто такой,
уже формируется в дошкольном возрасте, в детском 3 возрасте. лет. Когда ребенок с 3 лет уже отвечает, вернее, реагирует на свое имя, он уже как бы запускаются механизмы понимания себя. К сожалению, кто я такой, это очень большая тема для начальной школы, но с нею не работают. Какой я? Мы даже, да, у нас нету таких мероприятий, к сожалению. И вот мы при кафедре уже как бы выстраиваем мероприятия, вернее, скорее всего, это будут классные часы или буквально 10 минут о себе, которые позволят нам, да, именно создавать алгоритм, да, вхождения в психологическое пространство, которое дает возможность большого потенциала изучения личности ребенка. Это большой потенциал. Поэтому я очень рада, что я здесь с вами, и сейчас вот задаемся такими вопросами. Кто я такой, к сожалению, мы плохо знаем даже сами. А согласитесь, как мы себя не любим. Мы почему-то говорим, что нас должен любить Бог, религиозный аспект. А в первую очередь мы должны полюбить кого? Себя. Я полюблю только себя, Нет, когда я нет, буду это знать, совсем кто другие. я такой.